Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Указом президента Аслана Бжаня заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен Киут Роберт Витальевич. Другим указом главы государства Роберт Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя СГБ. Сегодня Аслан Бжаня представил Роберта Киут личному составу службы госбезопасности. Киут Роберт Витальевич родился 7 января 1980 года в селе Кындыка Чемчирского района. Окончил среднюю школу номер 7 города Сухум и поступил в Абхазский государственный университет на экономический факультет по специальности национальная экономика. После окончания вуза проходил военную службу в погранотряде службы госбезопасности. С 2003 года по настоящее время является сотрудником СГБ. В 2005 году прошел обучение на курсах по подготовке оперативного состава. С 2011 года занимал руководящие должности в различных подразделениях СГБ. В 2012 году прошел повышение квалификации в Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по программе «Руководящий состав подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом». Воинское звание полковник награжден медалями за безупречную службу 2 и 3 степени, медалями ФСБ России за отличие в контрразведке и за боевое содружество. Сегодня же Аслан Бжаня подписал указ об освобождении генерал-майора Дазмира Шамба от воинской должности первого заместителя председателя службы государственной безопасности. Временное исполнение обязанностей первого заместителя председателя СГБ возложено на полковника Тимура Ахиба. Ахиба Тимур Иосифович родился 23 сентября 1975 года в селе Звандры Пшгудаутского района. Выпускник АГУ по специальности экономист. После службы в армии с 1998 года по 2003 год оперуполномоченный отдела информации и исследований СГБ. Затем оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией СГБ. С 2003 года по 2005 год оперуполномоченный отдела исследований информации СГБ. Затем оперуполномоченный отдела оперативной информации. С 2005 по 2006 год оперуполномоченный отдела экономической безопасности СГБ. С 2006 по 2010 год старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности СГБ. С 2010 по 2011 годы заместитель начальника отдела экономической безопасности, после чего был зачислен в распоряжение отдела кадров службы государственной безопасности Абхазии. С 2011 года по 2012 годы заместитель начальника отдела экономической безопасности СГБ. С 2012 по 2013 годы заместитель начальника отдела, начальник первого отделения отдела экономической безопасности службы государственной безопасности. С 2013 года по настоящее время начальник отдела экономической безопасности службы государственной безопасности Абхазии. Тимур Ахиба награжден медалями за безупречную службу 2 и 3 степени, за воинскую доблесть, за освобождение Кадора. 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение в Гудаутской центральной больнице. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Абхазия на данный момент находится под контролем Министерства здравоохранения и оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Однако, если население не будет вести себя в соответствии со всеми нормами карантина, в частности, перестанет носить защитные маски в общественных местах, то обстановка может усугубиться. Об этом на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. Репортаж Гугуцы Варданя. На сегодняшний день 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение в Гудаутской центральной больнице. Большинство заболевших – студенты, вернувшиеся из России. По словам врачей, болезнь у молодых людей протекает без осложнений. Протекает у них заболевание в легкой степени. Они себя чувствуют прекрасно, но это не значит, что мы не проводим им специфического лечения именно противовирусного. И, естественно, на этом фоне, на фоне лечения, они себя чувствуют замечательно. То есть они не ушли в ту степень средней или
тяжелую форму, когда им нужна искусственная вентиляция и так далее и тому подобное. Один из зародившихся военнослужащих 7-й российской военной базы. Он проходит лечение в военном госпитале. Двое из ранее подтвержденных – жители Бомборы, недавно прибывшие из Москвы, а также среди вновь заболевших семья из 3 человек – жители Сухума, вернувшиеся из Сочи. Есть и пациент возрастной категории с сопутствующим хроническим заболеванием. Пациент, который возрастной, лежит у нас в Гудаутской больнице, еще, скажем так, не достиг своего пика заболевания. Конечно, он в настоящий период времени стабилизирован. В эту ночь он чувствовал себя достаточно тяжело. Врачи не спали всю ночь для того, чтобы купировать его состояние. По словам специалистов, несмотря на ослабление многих ограничительных мер, жители республики все же должны соблюдать нормы карантина, не посещать и не организовывать массовые мероприятия, носить маски и перчатки. По-прежнему сложной остается ситуация и на границе. Многие граждане, заезжающие в республику, отказываются заселяться на самоизоляцию в специально отведенные места. Это наши жители, они возвращаются сейчас на летний период в свои дома, по месту своего основного жительства. Вот. И они же нарушают самоизоляцию. Отследить их нахождение все 14 дней Государственная санитарно-эпидемиологическая служба не может. Естественно, мы им отзваниваемся, спрашиваем о их состоянии здоровья. Людмила Скорик также отметила, что у многих молодых людей и детей заболевание протекает бессимптомно. Поэтому, не соблюдая меры предосторожности, они подвергают риску старшее поколение. В настоящий период времени, ввиду того, что в Российской Федерации очень много легких случаев заболевания, а иногда у детей проявляется бессимптомное носительство. Об этом говорилось еще и когда заболевание было первично выявлено в Китае, в Италии, что дети переносят очень легко и не всегда возможно определить это заболевание. Поэтому, если мы будем уважать друг друга и уважать наших старших, для которых это заболевание очень серьезное, мы должны или обязаны соблюдать масочный режим. Накануне тестирования на коронавирусную инфекцию прошли еще 73 человека. Среди них медперсонал, который контактировал с заболевшей семьей. Результаты анализов будут известны в ближайшее время. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В парламенте состоялось расширенное депутатское собрание, посвященное нынешней эпидемиологической обстановке в стране. Во встрече приняли участие члены оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а также приглашенные специалисты других ответственных служб. Собравшиеся обсудили насущные вопросы относительно здравоохранения, ситуацию на государственных границах и внутри республики. Будут ли ужесточены ограничительные меры в связи с установлением новых случаев карантина? Участники встречи пока не сошлись на этот счет в едином мнении. Репортаж Амелии Бисмарк. Последние новости по распространению коронавируса в республике вызывают тревожные настроения. В понедельник утром спикер парламента Валерий Кварчи принял решение провести расширенное собрание с участием ответственных специалистов и членов оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Последнюю сводку по ситуации с распространением вируса собравшимся озвучил член оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Алхаз Канджари. Что касается центрального районного госпиталя города Гудауты, на данный момент находится там 16 человек. Из 16 человек один больной, состояние одного больного расценивается как средней степени тяжести. Сегодня утром буквально разговаривал с главврачом данного учреждения. Незначительная, подчеркиваю, положительная динамика. Больной находится не на ИВЛ, на самостоятельном дыхании, но ему дают периодически подышать кислородом. Значит, у всех больных, которые находятся на территории больницы, пациентов имеется в виду, наблюдается двухсторонняя полисегментарная пневмония, получают все необходимое медикаментозное лечение, ну и, соответственно,
динамику их отслеживают наши специалисты. Как известно, накануне в Сухуме в районе Маяка был выявлен случай заболевания семьи из 3 человек. Граждане приехали в Абхазию из Сочи и вместо того, чтобы, согласно предписаниям властей, соблюдать двухнедельный карантин, активно передвигались по городу и посещали общественные места. То, что заболевшие граждане контактировали с большим количеством людей, значительно повлияло на эпидобстановку в стране, считают в Министерстве здравоохранения. Выявили 3 больных, которым провели тест. Но предварительно, до того, как провести им тест, они побывали в республиканской больнице, а именно делали им снимки, рентгенологические снимки, где также было подтверждено, что у них пневмония. После чего был взят тест, они отправлены были в инфекционную больницу, там проконтактировали еще с рядом докторов и наших коллег. При положительных результатах, соответственно, их отправили в центральную районную больницу города Гудауты. Врачи, которые были непосредственно в прямом контакте, изолированы, находятся в Айтаре и, соответственно, будут находиться там на протяжении 14 дней. Соответственно, у них также взят тест на коронавирус. По вчерашней сводке могу сказать следующее, что количество биоматериалов начинает у нас возрастать, и поэтому, если мы раньше давали буквально в течение суток ответы, то сейчас на это требуется время, и поэтому вчера была только постановка, порядка 73 человек. На сегодня также планируется порядка 53 человек, и результаты мы будем чуть-чуть попозже иметь. Активно отслеживается состояние здоровья курсантов, пребывающих на карантине в гостинице «Айтар». Часть молодых людей уже распущены по домам в связи с отсутствием у них заболеванием. Те курсанты, у которых коронавирус был выявлен, остаются на лечении в Гудаутской ЦРБ. Исходя из вышеизложенной информации, понятно, что коронавирус в Абхазию был завезен. О ситуации на границе подробно рассказал приглашенный участник депутатского собрания, начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Надар Чачхиани. Позволю себе сказать такую вещь, что изначально информационный посыл был крайне неверным. У нас не закрыта граница. Закрытая граница выглядит совершенно по-иному. Именно поэтому наши граждане от нас требуют отчета как за закрытую границу. И они прекрасно видят, что там проходят люди. Естественно, у них возникают вопросы, почему мы их пропускаем. И отсюда создаются кривотолки всякие, которые вы озвучили в начале нашего совещания. Значит, граница на пункте пропуска. Введены ряд ограничений, серьезных ограничений, касающихся различных категорий автотранспортных средств, а также людей, пересекающих в пешем порядке государственную границу. Вот именно так вот людям, наверное, надо и преподнести все это. Это будет верно. По словам Надара Чачхиани, погранотряд НАПСУ работает в усиленном режиме, пропускает только тех граждан, которые обозначены в списке разрешенных категорий. Российские граждане, пересекающие нашу границу, это исключительно военные, 7-й военной базы, пограничного управления Российской Федерации, подразделения Федеральной службы охраны, а также члены их семей, совершенно верно, а также родственники умерших в Абхазии, покоящихся здесь людей с фактом наличия, значит, оснований, то есть подтвержденный факт смерти и родства данного лица с тем, который умер. Вот, в принципе, и все. Остальные граждане пропускаются сюда, даже при наличии документа паспорт Российской Федерации, исключительно с документом с Министерства иностранных дел, свидетельства на возвращение. Стало быть, ни о каких подпольных туристах и речи быть не может. Только после прохождения серьезной процедуры подтверждения семейного родства в страну заезжают супруги граждан, которые не имеют местного гражданства, но проживают в республике на постоянной основе. Выдача подобных разрешений входит в компетенцию Министерства иностранных дел. Для всех граждан, въезжающих в Абхазию, действует единое правило, согласно которому они должны соблюдать карантин 14 дней. По причине того, что люди безответственно относятся к данному предписанию, ситуация с распространением коронавируса медленно, но верно стала выходить из-под контроля. Вопрос в другом. Что происходит с этими людьми дальше? Куда они попадают? Мы об этом тоже много раз говорили, поднимали этот вопрос. Ведь на местах, куда они приезжают, на так называемую самоизоляцию, необходимо, чтобы специальные службы, санэпидстанции службы, там, участковые врачи, участковые Министерства внутренних дел отслеживали этих людей. Я хочу вам сказать, что, уважаемые коллеги, вот со сколькими людьми я разговаривал, практически никому никто не звонил, никто никому не приходил. Я не знаю, может быть, такие случаи есть, но вот тех, кого я выбирал,
особенно в последнее время, это не происходит. А ведь это же важно. Мало того, надо было сразу установить, куда этот человек приезжает, с кем он контактирует, с кем он живет. И, соответственно, там уже с этими людьми работать все 14 дней. Ряд депутатов в ходе собрания высказывали мнение о необходимости ужесточения ограничительных мер в республике, вплоть до возобновления режима чрезвычайной ситуации. Давайте попробуем продумать последующие наши действия совместно для того, чтобы наладить ситуацию. Вы помните, мы как-то говорили, что к тому моменту, когда все остальные страны начнут открывать границы, начнется передвижение людей, в Абхазии будет пик этой пандемии. Мы к этому сегодня все вместе пришли. Кто-то верит, кто-то не верит. Трудно людей взять под контроль, трудно заставить самоизолироваться, но тем не менее, давайте еще раз я всех призываю к этому, давайте вместе подумаем, если есть какие-то предложения, внесем их, поработаем над тем, как улучшить ситуацию. Депутат Натали Смыр отметила, что возобновление тотального карантина повлечет за собой серьезные проблемы в жизни людей. Лишь сбалансированный план действий позволит выйти из ситуации с минимальными потерями. 2 недели опять людей загнать в дома практически будет невозможно, вы понимаете? Людям, правда, за этот период времени с отсутствием работы, с отсутствием заработка, у людей завтра кушать опять нечего будет, понимаете? Да, но и тем не менее, надо как-то и опять этому координационному штабу, кабинету министров, всем сесть и разработан план мероприятий, понимаете, четко. Вот, допустим, пересекающие границу, отправлять туда-то, 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 Айтар уже заполнен, допустим. Ну, как-то какие-то привести мероприятия, потом все-таки надо определить какие-то выплаты или что-то надо придумать для людей. В заключительном слове спикер Народного собрания призвал ответственные службы работать скоординированно по всем вопросам и при необходимости воспользоваться правом на принудительную изоляцию прибывающих в республику граждан. А если по-человечески люди не понимают, у нас есть государство, надо принудительным порядком их определять туда. Вы посмотрите в соседних странах, что делается. Там безоговорочно сажают людей. Кабмин эти дни немало совещание проводило по данной проблеме, но нам надо сообща исправлять те ошибки, которые мы допустили. Валерий Кварча подчеркнул, что сейчас также необходимо серьезно подойти к вопросу очередей в государственных учреждениях и местах общественного пользования. Сюда входят пункты выдачи пенсий и социальных пособий. Спикер также призвал ответственные органы постараться на основе двусторонних переговоров с Россией обсудить упрощенный порядок выдачи и продления российских паспортов в республике. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Сегодня же премьер-министр Александр Ангва провел совещание с министрами здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Тамазом Цахнаки и Львом Квицине. Обсуждались вопросы реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции, о соблюдении пунктов, предусмотренных распоряжением президента от 14 мая 2020 года и рекомендации координационного и оперативного штабов при Минздраве Республики. Премьер-министр уточнил данные технических ресурсов, возможностях МЧС при реализации мероприятий по дезинфекции территории. Александр Ангва поручил провести в зависимости от запросов местных властей и по согласованию с районными администрациями поэтапную дезинфекцию учреждений в районах Абхазии. Министр здравоохранения рассказал о динамике показателей здоровья находящихся на лечении от коронавирусной инфекции граждан, о соблюдении норм карантина курсантами, пребывающими в пансионате Айтар. Он уточнил, что в ближайшие сутки ожидаются ответы анализов на коронавирус большей части изолированных в Айтаре курсантов. Таким образом, при отрицательной динамике 112 курсантов завершат карантин в ближайшие дни. Александр Ангва поинтересовался также информацией о режиме работы медучреждений республики в период карантина и о перспективе возобновления работы учреждения для плановых больных. Александр Ангва поручил представителям координационного штаба по защите населения от коронавируса проверять исполнение мер на местах. Я пригласил вас для того, чтобы вы рассказали, как сегодня проходит работа на КПП ПСОУ, что делают медики, что делают ваши сотрудники, каков режим и какой эффект это приносит. По границе, по моему поручению, курирует главный санитарный врач по Гудаутскому району Инга Чанба. Практически через день она выезжает со своей бригадой, осуществляет
надзор за тем, как осуществляется переход наших граждан. Имеется в виду контроль температурного режима, правильное заполнение документации, ее передача в соответствующие структуры, как это вы указали, в соответствующем распоряжении нам. Для того, чтобы мы могли в последующем осуществлять их мониторинг. Ну, конечно, здесь определенные сложности есть в силу того, что наших сотрудников недостаточно в полном объеме, чтобы они по каждому адресу выезжали. Как правило, они осуществляют телефонный контроль. Ну, граждане идут, если на контакт, обмениваются информацией в части общего самочувствия, наличия или отсутствия температуры. По каждому региону Абхазии есть определенное количество вот таких людей, которые находятся на самоизоляции. Мы возобновили работу на границе с 14 мая. По сей день ведем круглосуточную работу. Там наши медики контролируют именно температурный режим, кто с температурой. Граждане Республики Абхазия, это вот почти с 14 по 17 прошли 182 человека, граждане. Военнослужащие Российской Федерации 53 человека. Курсанты, которые учатся в разных вузах российской, это вот 6 человек. И водители транспортных средств, попадающие под категорию утвержденной правительством республики, которые занимаются продуктами, это уже 212 человек. Мы готовы в местах скопления людей, мы также обрабатываем с физраствором специальным. У нас есть машины, есть трансикл, можно и вручную. То есть мы полностью готовы, мы с Минздравом об этом сотрудничаем в этом направлении, ждем какие-либо указания, которые скажут, какие объекты нужны для обработки. Об итогах нашего разговора я проинформирую президента. Мы говорили вчера по тому, какие мероприятия проводятся, он дал отдельные поручения. И думаю, что в том же достаточно напряженном режиме мы будем работать до конца месяца, это точно. Дальше гадать не будем, все будет зависеть от общей обстановки и у нас, и у наших соседей. В зависимости от этого будем корректировать те или иные мероприятия. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание по исполнению распоряжения президента в связи с ситуацией с ковид. Начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ермавуба сообщила, что работники медучреждений Сухума, которые контактировали с лицами, у которых обнаружен ковид, находятся на самоизоляции. Беслан Эшба поручил участникам совещания усилить контроль над исполнением пунктов распоряжения в медицинских учреждениях, объектах общепита, торговых центрах, рынках и других общественных местах. Обратились они во вторую горбольницу. Во вторую горбольницу они пошли, самовольно сделали рентген, самовольно сделали лабораторное исследование, потом поднялись они почему-то к врачу-терапевту за консультацией. Когда врач-терапевт потребовала, чтобы они обратились в инфекционную больницу, у них предварительно стоит диагноз ковид по всем симптомам, они начали там возмущаться, поехали в республиканскую больницу. То есть получается у нас задействованы все медучреждения, главное медучреждение по ковиду. Выпали врачи по КТ и еще в изоляцию ушли, с инфекционной больницы 12 человек. Заболевшие посещали рынок. Это очень сильно насторожило всех торгующих и покупателей в том числе. Сегодня на 100% все торгующие одевают маски, перчатки, соблюдают все меры предосторожности, социальную дистанцию. Ситуация пока не идет на спад. Мы имеем только увеличение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Поэтому все меры безопасности, которые прописаны в решении штаба и в виде распоряжения президента, должны быть выполнены безоговорочно. Все, кто не соглашается с этим решением, им применить административные меры реагирования.
Сегодня же Беслан Эшба доложил премьер-министру Александру Ангваба о работе администрации, проводимой в рамках исполнения распоряжения президента в связи с ситуацией с COVID-19, в частности, об итогах инспекционной проверки деятельности объектов общепита и транспорта, соблюдения всех предписанных санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, в рамках встречи был обсужден вопрос поступления налоговых платежей в городской бюджет. Внутри те ограничительные меры первоначальные, которые были предприняты, значит, они свою роль сыграли, и мы не получили развития эпидемии. Сейчас, когда пошли навстречу нашим предпринимателям, это касается и объектов общественного питания, и магазинов торговли, и транспорта, я думаю, что если будут придерживаться, значит, тех требований, которые есть, мы максимально минимизируем вариант возможных, значит, продолжения. Полные ограничения, которые были ранее введены, конечно, они усложнили жизнь нашему населению, тем более, как было уже ранее сказано, что эта эпидемия, она не родилась здесь, в Абхазии. Если режим останется по обоим границам тот, который сейчас есть, но вероятность заражения, она или близка к нулю, или вообще нет. Главное, чтобы дисциплина была на самом высоком уровне. И абсолютно верные решения, и все работники и структурные подразделения, которые входят в, значит, систему администрации города, столицы нашей, не то что с пониманием, а вот всячески будут содействовать тому, чтобы эти решения выполнялись, потому что это единственный шанс найти ту золотую середину, которая даст возможность и дальше существовать, и двигаться, и в тот же момент поддерживать режим, ну, так скажем, определенной изоляции. Перед тем, как наша встреча началась, я ознакомился с администрированием налогов в городе. Какие ваши первые впечатления? Как поработали налоговики? Работа налоговых, значит, наших городских служб, в принципе, мы считаем, что она сегодня протекает удовлетворительно, но не более того. Да? Те поступления, которые у нас были, допустим, за апрель месяц, они существенно отличаются от тех поступлений, которые появились в мае месяце. Потому что нами была определенная работа проведена, это и просьбы, и, как говорится, некоторые, скажем так, рекомендации, ну и передавливать сейчас в это сложное время наше предпринимательское сообщество тоже, ну, не хотелось бы на самом деле. Но в тот же момент, конечно, система учета и контроля товарооборота, система учета и контроля первичных документов по, значит, поступлению или реализации там той же продукции, конечно, ну, надо над этим еще много-много работать для того, чтобы нам удалось, значит, учет и контроль товарооборота в городе. Сегодня премьер-министр Александр Ангваб обсудил с председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателя положение дел в банковской системе республики при сложившихся факторах угрозы экономической безопасности, в том числе вопросы ликвидности денежных средств, показатели снятия в районах, сроки пенсионных начислений. Как сообщил Беслан Барателя, на сегодняшний день ситуация относительно стабилизировалась. Прошла серьезная волна снятия клиентами денежных средств со счетов. По итогам марта было снято 1 миллиард 300 миллионов рублей, по итогам апреля 1 миллиард 100 миллионов. Это на 40-45% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. В рамках встречи был обсужден вопрос работы банков с клиентами в части реструктурирования кредитов при условии нестабильного финансового положения заемщика. Баратель отметил, что Банком Абхазии предоставлена возможность самостоятельно принимать решения по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка. По данным Барателя, удовлетворены вопросы и обращения всех подавших заявку на отсрочку заемщиков. Основная часть разговора была посвящена вопросу начисления пенсии, упорядочения процесса ее выдачи, в частности, соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности в офисах банков и у банкоматов Абхазии. Нас что беспокоит, это выдача пенсии, то есть сам характер выдачи пенсии через Сберегательный банк Республики Абхазия. Дело в том, что традиционно пенсия начисляется пенсионерам 18 числа, и мы уже много лет не работаем по принципу алфавита, когда вот устанавливался график выдачи пенсии, там он раскидывался на 3-4 недели по буквам, это снимало как бы такую напряженность. В последние годы пенсия зачисляется пенсионерам единовременно на карты сразу,
И, как правило, от 40 до 50%, в зависимости от месяца года, летом меньше, зимой больше, в первый день пенсионеры, значит, снимают пенсию. И это приводит к тому, что 18 числа, главным образом, в меньшей степени 19 числа, к банкоматам Сбербанка, к отделениям невозможно даже простым клиентам, не пенсионерам подойти, потому что, значит, если в городе Сухом 13-14 тысяч пенсионеров получают пенсию, 6-7 тысяч человек получают пенсию в первый же день. То есть это достаточно большой объем операции, огромное количество людей. И что нас беспокоит в условиях возможного распространения коронавируса в Абхазии, нам, к сожалению, не удается убедить, попросить клиентов не приходить всем в первый же день, потому что это несет риски для их здоровья в первую очередь. Не лишнее будет встретиться на телевидении один раз, второй раз, третий раз, пригласить к себе, сказать об этом однократно, что просим вас это не делать. Да. Просим вас это не делать, связано с такими-то рисками. Я думаю, что прислушиваются. У нас уже сегодня была проблема в том офисе, где готовят документы на получение российского загранпаспорта. Там единовременно просто зашли огромным числом, большое число людей и создали элементарную давку. И это сегодня, тогда, когда надо в таких местах быть в маске, в перчатках. У нас реально есть коронавирус, он присутствует. Кто не верит, как сказала одна представительница здравоохранения, могут прийти и посмотреть, есть это или нет. И не нужно никому бравировать. Да, у нас нет норм, которые обязывают всех ходить в масках, хотя это надо делать. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган с рабочим визитом посетила Гагру, где проинспектировала объекты, на которых ведутся работы в рамках российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Подробности в репортаже Али Китрапш. Первым объектом посещения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган стал водный резервуар вместимостью 4000 кубометров, который был построен в рамках мероприятий по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в городе Гагра. Как выяснилось, в настоящее время отсутствует балансодержатель объекта, и он не находится под присмотром. Кристина Озган дала соответствующим службам поручение привести в порядок всю документацию и определить того, кто несет за него ответственность. Далее Кристина Озган осмотрела Гагрскую колоннаду. В проект реконструкции, который входит ремонт площади колоннады, фонтана, проведение к нему водопровода, а также капитальный ремонт самой колоннады и проведение освещения. В настоящее время большая часть работ здесь завершена, за исключением некоторых частей. Это вообще шел как капитальный ремонт, но здесь фактически получается чуть ли не восстановление, потому что здесь все заменено, балясни, все в оригинале. Почему стоим сейчас? Стоим, потому что вот специалисты все находятся на той стороне. А какие конкретно специалисты? Реставраторы, сами фасадчики тоже. По данному объекту есть претензии по графику выполнения работ, в связи с чем Кристина Озган дала поручение определить срок их окончания. Кристина Озган также порекомендовала привлечь местных специалистов к оставшимся работам, чтобы ускорить процесс. Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что будут пересмотрены графики работ и в случае необходимости ужесточены требования к подрядчикам, чтобы обязательства, которые они берут на себя перед государством, выполнялись в сроки, в тех объемах финансирования, которые были заложены изначально. В рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии ремонтные работы ведутся и в Приморском парке Гагры. На территории парка планируется заменить тротуарную плитку. Но, как выяснилось, жители города хотят здесь сохранить часть старой плитки. Данный вопрос обсуждается Гагрской администрацией и районным собранием. В ходе инспекции также выяснилось, что вопросы коммуникации водоемов в парке еще не урегулированы. В данный момент дали поручение УКСу и администрации района для того, чтобы подняли все материалы, связанные с техническим заданием, что было включено в перечень работ по восстановлению данного парка с целью устранения тех недостатков, которые на данный момент выявлены. Конечно, пока о критичности ситуации говорить не приходится, мы пока изучаем ситуацию, и в ближайшее время, в течение, наверное, недели, мы разберемся с данным вопросом и определимся с администрацией района о том, как будем действовать дальше.
Парк очень известный объект. Население не только Гагарского района, но и всей республики пристально следит за этим объектом. И нам хочется, чтобы он соответствовал тем надеждам, которые люди испытывали, когда этот объект начали реконструировать. В ходе поездки Кристина Узган также посетила 2 канализационные насосные станции. На одном объекте работы еще не завершены. Место, которое было предусмотрено под строительство котлована и устройство соответствующего сооружения, оказалось непригодным под эти цели. Почему не закончили вовремя? Ну, у нас проблемы были здесь с сетями перекладкой, переустановкой и заново. Мы здесь начали делать, мы месяц здесь ковыряемся в связи с тем, что здесь попала грунтовая речка. Поэтому у нас все и заполнено. Мы сейчас убираем эти кольца, перекладываем это дальше. Вице-премьер дала поручение разобраться с данным вопросом до конца месяца и подготовить объект к сдаче в течение 2 месяцев. Далее Кристина Узган посетила первую Гагарскую школу, где практически завершены работы по строительству. 2 корпуса школы учебные, есть актовый зал и спортзал. Все они между собой соединены закрытыми внутренними переходами. В образовательном учреждении 48 учебных и 8 лабораторных кабинетов. Кристина Узган дала поручение дирекции школы сделать ревизию того, что уже сделано, и насколько эти работы соответствуют требованиям школы. Пока мы объект не сдали, пожалуйста, внимательно изучите тех задания, посмотрите все, что там предусмотрено, и сверьте с фактическим состоянием дел. Лучше проблему устранить сейчас. Когда вы запустите школу, потом устранять проблемы будет гораздо сложнее. На сегодняшний день 90% работ уже выполнено. В ходе инспекции возникли вопросы к подрядчику по техническим решениям и обустройству учебного заведения. Сейчас договорились, что они в ближайшую неделю вместе с управлением капитального строительства проведут сверку по проблемам, которые были озвучены в ходе сегодняшней инспекционной поездки, и те, которые были предъявлены ранее. В течение 2 недель должны будут устранить все замечания и недостатки, которые были выявлены, в том числе сегодня. С администрацией района сейчас будем решать технические решения, они связаны с коммуникациями, это подключение к системе водоснабжения, водоотведения и по линии энергетики. Я думаю, в ближайшие 2 недели мы весь этот комплекс вопросов постараемся согласовать и будем готовить объект к сдаче в эксплуатацию. Вице-премьер, министр экономики Кристина Узган планирует продолжить инспекционные поездки и в другие районы. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Накануне исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Ишба побывал с инспекцией на набережной Махаджиров. А сегодня состоялось совещание, на котором были подведены итоги. Об этом в репортаже пресс-службы столичной администрации. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Ишба провел совещание по итогам инспекции на набережной Махаджиров. Как понимаю, вы составили перечень вопросов, которые мы там на месте обсудили. Какие-то решения или предложения были сказаны на месте, когда мы там находились. Поэтому хотел бы услышать у вас сегодня, чтобы закрепили этим совещание. По вопросу усиления контроля за уборкой территории, которые находятся в аренде, продолжается работа по выдаче уведомлений. Мэр отметил, что работу покоса травы и следом ее уборки можно было бы синхронизировать, чтобы не было мусора после покоса травы. Чтобы это сутками не лежало на траве. Что-нибудь нам мешает в этом? Можно эту работу синхронизировать? Синхронизировать можно, но, как я вам до этого говорил по телефонному разговору нашему, получилось так, что в воскресные дни обычно покос не делался. Это один день. Непонятно вообще, в принципе. В принципе, это можно сделать. С дороги, с тротуара делается сразу, естественно. А если говорить о парковых зонах, это делается тоже так же в тот же день. Но если говорить о набережной, которой большой объем, то это не совсем так. Не совсем так. Также провели работы по перекрытию въезда в парк Шинкупа, где установлены бетонные тумбы. Все работы были проведены в выходные дни и продолжаются по сей день. Обсуждался также вопрос благоустройства центральной части площади имени Сергея Багапш. Для того, чтобы машины физически не могли заехать на этот газон, мы просто можем приподнять этот камень и сделать непосредственно существующий камень. Да. Мэр поручил подготовить дизайн-проект по этому вопросу и не откладывать вариант ограждения данной территории. Разрешения на выносную торговлю на набережной Махаджиров на курортный сезон 2020 года не выдавались, отметила главный архитектор столицы Светлана Шаменкова. Все те объекты, которые находятся у нас сейчас в настоящее время на набережной вдоль Савитара, установлены самовольно. То есть в данном случае это объекты, которые не отвечают ни архитектурному облику центра города, без всякого разрешения, и, соответственно, они подлежат демонтажу. Предыдущему руководителю в начале февраля месяца были представлены варианты переноса
выносной торговли, рядов выносной торговли в другие места. Проектно-сметная документация готовится по огораживанию опасных зон набережной, отметила Стамур Пипия. По вопросу укладки плитки, где она повреждена, была составлена комиссия. Экологи не рекомендуют трогать корни деревьев. У нас было свое предложение к ним. Мы под корневой системой будем выкапывать землю и утапливать корни. И сверху уже будем класть плитку. Мэр поручил столичному комитету по делам молодежи и спорта выработать предложения по обслуживанию и содержанию детских площадок, установленных на набережной. Но там опасность есть в том, что за этим оборудованием нужно смотреть. Часто ломают, и это травмоопасно, то есть может причинить вред здоровью людям, которые у нас там приходят и отдыхают. То есть вот этого осмотра у нас, к сожалению, не бывает. Также и в этом парке Дефорте, там тоже тренажерная площадка, там даже то, что повесили самовольно и дети катаются, то есть покрытие внизу получается бортовой камень и плитка. Не дай бог ребенок оборвется, то есть это просто, вот я вчера посмотрела, это просто, конечно, кошмарно. То есть должно быть мягкое покрытие. Скверы, которые у нас в городе являются местом отдыха, досуга для горожан, чтобы они всегда были в надлежащем виде. Не надо, чтобы я вам несколько раз повторял это, да, чтобы организованно, дисциплинированно люди выходили по графику на работу и приводили в порядок. Это в обязательном порядке. В заключении совещания глава столичной администрации отметил, что набережная должна быть отремонтирована один раз и капитально, а не от случая к случаю. Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Министерство культуры Республики Абхазия совместно с государственными музеями Абхазии подготовили специальные проекты, видеоэкскурсии и просветительскую акцию «История одного экспоната». Проект «История одного экспоната» стартовал с 12 мая на официальных страницах Минкульта. Решение об учреждении Международного дня музеев было принято по инициативе советской делегации на 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года. А общая тема Международного дня музеев была впервые предложена в 1992 году. В 1997 году впервые был создан официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно Международный совет музеев разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров, размещая их в свободном доступе на более чем 10 языках. Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, в выходные или в течение недели. В свой международный день музей проводит мероприятия, связанные с главной темой праздника. В 2020 году была выбрана тема «Музей как пространство равных возможностей». По мнению Международного совета, музеи должны стать объединяющей площадкой, которая позволит одновременно отобразить разнообразие общественных мнений и создать инструменты, позволяющие определить и преодолеть предвзятость в отношении некоторых экспозиций. В связи с распространением COVID-19 и закрытием большинства музеев в различных странах мира было решено сосредоточить внимание на организации мероприятий онлайн. Вечером 17 мая в Сухуми на улице Станционной, 76, загорелся двухэтажный нежилой частный дом. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС 20 часов 48 минут. К тушению огня были привлечены 3 пожарных и 1 спасательный расчет. Пламя распространилось стремительно из-за того, что стены и кровля строения частично состояли из раночного материала. Существовала серьезная угроза распространения огня на близстоящие дома. Пожар был локализован и потушен в максимально сжатые сроки. В результате происшествия сгорели кровля и 2-й этаж. Пострадавших нет. А сейчас о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 18-23, температура морской воды плюс 17 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.